Салем достар халайсыздар, күнүлкүлеріңіз қалай? Приветствую вас, друзья! С вами Юлия from Казахстан, и мы продолжаем учиться читать по-казахски. И сегодня у нас с вами маленькое словосочетание, состоящее аж из двух слов. Акционерлік қоғам. Акционерлік қоғам. Акционерлік қоғам означает, вы правильно догадались, акционерное общество. Давайте же скорее научимся это читать. Первое слово акционерлік. И мы видим, что слово акционер заимствовано из русского языка в казахский. Соответственно, читается и произносится оно точно так же, как и в русском языке. Акционер. Акционер. Да? Здесь мы применяем правила русского языка ровно до того момента, пока не увидим, что к нему прибавлено казахское окончание. И уже эти казахские окончания надо читать именно так, как они читаются по-казахски. Вот и все. Акционерлік. Лык, лык, лык. Как прочитать палочку с точкой в окончании лык? Еще раз напомню, что это нечто среднее между буквами и И. Вот буква звучит твердо и коротко, буква И звучит мягко, а палочка с точкой и не твердо, и не мягко. Нужно прочувствовать самим. Например, дамы и господа, лык – это твердо, лик – это слишком мягко, а вот лык – это вот именно то среднее значение, которое надо научиться читать. И соединяем вместе со словом акционер. Акционерлік, акционерлік, акционерлік. Погнали дальше слово қоғам, общество. Қоғам, қоғам. Как научиться читать букву К с хвостиком снизу? Нужно просто откашляться через букву К. К, К, К. Қоғам. И вот здесь как раз-таки уже соблюдаются правила грамматики. То есть как пишется, так и читается. Написана буква О, значит и читаем через букву О. Қоғам. Написана буква А, ну, соответственно, читаем через букву А. Что мы еще здесь видим? Мы видим букву Г с черточкой посередине. Она, вот эта буква Г, это звонкая версия буквы К. Вот и все. Образуется она точно так же, как буква К. Нужно просто откашляться через букву Г. Г. Қоғам. Қоғам. Дамы и господа, я надеюсь, у вас все получилось, и вы с легкостью учитесь читать по-казахски. Ну а мы с вами увидимся в следующий раз. Ваша Юля from Казахстан.